С нами сейчас на прямой связи по скайпу из Вашингтона журналист Карина Орлова. Алло, Карина, добрый вечер. Здравствуйте. Карина, как вы думаете, насколько долго Манафорт может оказаться в тюрьме после вынесения второго приговора завтра? На 10 лет ему грозит лишение свободы срок. Я только хотела вас поправить, это я виновата, я вас ввела в заблуждение, готовясь к передаче, сказав, что наказание Манафорту будет оглашено завтра, не завтра, а в среду. Судом округа Колумбия, в отличие, да, это не от 47 месяцев вынес суд Вирджинии наказание Манафорту, вот в среду будет рассматривать суд округа Колумбия. Очень примечательно, что судья, который рассматривает дело Манафорта, который будет выносить приговор, это та же самая судья, которая занимается делом Роджера Стоуна. Роджер Стоун — это бывший партнер Пола Манафорта по их совместной лоббистской компании, конторе, и бывший советник Дональда Трампа. Он также был арестован в рамках расследования Боба Мюллера, ему предъявлено обвинение, он выпущен под залог. Так вот, Роджер Стоун вот недавно, да, где-то там 2 недели назад, уже после ареста, во время судебного заседания, он разместил в своем инстаграме фотографию судьи. Это женщина с прицелом слева от ее головы. И он вскоре удалил, конечно, этот пост, но, естественно, скриншоты остались. И за это ему вынесли взыскание и запретили вообще что-то в соцсетях сообщать, да, о ходе процесса, что-либо, да, что касается процесса. И Роджер Стоун вроде бы опять нарушил этот запрет. В общем, судья как бы имеет представление, с кем, да, кто такой Пол Манафорт, и к тому же вот у нее еще так повезло вести дело Роджера Стоуна. Вообще нужно сказать, что Пол Манафорт удивительный человек. Вместе со Стоуном они создали вот лоббизм в том грязном смысле, да, этого слова, которое вот мы знаем сейчас. Коррупционный, очень грязный. Это дело рук конкретно Пола Манафорта, Роджера Стоуна, еще у них был третий партнер. Они создали свою компанию знаменитую Манафорт, Стоун и Блэк ровно после того, как помогли избраться, очень серьезную роль сыграли в избрании Рональда Рейгана. И когда к ним стали обращаться их знакомые, там, не знаю, бизнесмены и так далее, люди с просьбами, да, там, помочь регулировать дела, они решили, что действительно мы создадим сейчас лоббистскую компанию. Но вот именно в самом вот ужасном смысле слова лоббизм, который существует, вот это Америка и мир, да, обязан вот Полу Манафорту и Роджеру Стоуну. До 10 лет ему грозит наказание за сговор против США, это так официально называется обвинение, да, предъявлено ему, и сговор с целью воспрепятствования правосудия, это запугивание свидетелей. Ну, посмотрим, потому что на самом деле округ Колумбия — это вообще очень, ну, да, либеральное место, это округ, 96% там голосовали за Хиллари Клинтон и только 4% за Трампа. Трампа в Вашингтоне просто ненавидят. Это правда так. И вот 47 месяцев, которые Манафорт получил неделю назад, конечно, шокировали вообще общественность, потому что рекомендация там была, да, то есть закон рекомендовал в этом деле от 17,5 до 22 лет лишения свободы, хотя не было установлено обязательного порога ни нижнего, ни верхнего. Именно по этим составам преступлений. И, конечно, в Америке сейчас идет бурная дискуссия о том, что если ты белый и богатый, или там белый воротничок, то вот ты уйдешь от тяжелого наказания. А если ты бедный или не белый, да, там меньшинство расовое, национальное, то тебе там за пакетик марихуаны запросто могут приговорить к 20 годам лишения свободы или больше, или вот в таких пределах. Манафорт, понятно, да, он один из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем. И вот это русское расследование ведет Роберт Мюллер. А что сейчас известно по поводу этого расследования? Есть ли какие-то детали? Я бы, во-первых, хотела не согласиться с вашим экспертом вежливо, который говорит, что Дональд Трамп может вздохнуть, потому что Мюллеру не удалось обнародовать, там, по крайней мере, предъявить обвинение, да, Манафорту в сговоре. Вот эта часть действительно, это правильно. Но на самом деле ведь Роберт Мюллер расследует не только сговор с Россией, у него ведь в указе о его назначении говорится, что он расследует вмешательство России в выборы, возможный сговор штаба Трампа с русскими и все другие деяния или преступления, которые могли возникнуть
в ходе, и который Роберт Мюллер, что самое главное, обнаружит в ходе своего расследования. Поэтому Роберт Мюллер расследует все. Там расследуются финансовые махинации, финансовые дела Трампа. В том числе известно, что Мюллер запрашивал документы у Deutsche Bank. Это вообще не имеет никакого отношения к выборам. На самом деле, это были там конец 2000-х годов был. Трамп получал там кредит у Deutsche Bank. Расследуется все. Мы даже знаем, что Мария Бутина стала свидетельницей, да, в деле Мюллера. То есть Мюллер расследует возможное скрытое финансирование русскими компанией Трампа через Национальную стрелковую ассоциацию США. То есть там очень-очень много всего, и нужно сказать, что то, что от Мюллера нет новостей, это очень хороший признак. Это говорит просто о том, что не случается утечек от офиса спецпрокурора, а все, что он считает нужным сообщить, сообщается. И на самом деле Роберт Мюллер ведь не дал ни одного интервью в ходе расследования, да, и не было никаких... Была, кстати, на самом деле одна утечка, которая вот касалась случайно. Они раскрыли, да, что сейчас Челси Мэннинг приговорили посадили в тюрьму, да, за то, что она отказалась давать показания в секретном теле. Но случайно прокуроры раскрыли, что забыли отредактировать, что дело Wikileaks. Там еще Wikileaks расследуется, мы теперь знаем. Оно делается секретно, но мы знаем, что это Wikileaks. Вот, поэтому Дональду Трампу вообще не приходится, на самом деле. А ведь еще добавилась палата представителей, которая запросила от 81 человека, связанных с Трампом, документы. Все эти документы завизированы офисом Роберта, а также офисом прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. То есть это, в принципе, практически все то, меньше, конечно, но то, что есть у Мюллера и у офиса, это на случай, если Трамп, Белый дом попробует, они наверняка это попробуют сделать, заблокировать Минюст от того, чтобы Минюст передал Конгрессу итоги расследования Боба Мюллера или опубликовал их, да? Потому что Минюст вправе это сделать, а Белый дом вправе наложить вето на это или там воспринимать. То будет свое параллельное расследование, свое дело. Ирина, а в ходе расследования Мюллера, если действительно выяснится, что сговор между Дональдом Трампом и Кремлем все же был, чем это может грозить Трампу, как вы думаете? Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что легче будет доказать сговор между штабом Трампа, да, и Кремлем. Я думаю, что Трамп попробует все свалить на то, что даже если что-то будет, а очевидно будет, то есть потому что когда штаб Дональда Трампа в лице его сына, в лице его зятя, в лице Пола Манафорта устраивает встречу с русскими 9 июня 2016 года, это Наталья Севнецкая, Ренат Ахмедшин, представители олигарха Агаларова, которые пришли на встречу и заранее сообщили, что они идут на встречу, потому что они принесут компромат на Хиллари Клинтон, это очень напоминает все-таки сговор. Но Дональд Трамп пока отрицает, что он знал об этой встрече, хотя Майкл Коэн говорит, его бывший юрист, который недавно давал показания в Конгрессе на открытых слушаниях, он сказал, что Дональд Трамп знал, и что он не мог не знать, и что его сын не мог организовать такую встречу такого уровня, потому что сам Трамп очень низкого мнения о своем сыне и не позволял ему принимать такие большие решения. Так что я думаю, что вот в этой части Трампу, может быть, удастся уйти от ответственности, но все остальное параллельно, то, что там расследуется, и, например, все это вытекает. Например, сейчас еще Конгресс намерен расследовать то, что Джаред Кушнер, это зять Трампа, получил деньги от Саудовской Аравии. Суверенный фонд Саудовской Аравии выдал им 1,1 миллиарда долларов для того, чтобы спасти компанию Кушнера от дефолта. Вот это все тоже расследуется. То есть Россия, это на самом деле уже появляются статьи на эту тему, что Россия это может быть на самом деле капля в море во всем том, что там творилось в компании Трампа, в избирательном штабе Трампа, в бизнесе Трампа и связанным с ним людей.